Вместо доярок – роботы. Такой порядок на новой ферме в деревне Выльеб Каркировского района. На стройку ушел год и почти 70 миллионов рублей. На открытии объекта побывала Анна Зубарева. 88. Именно столько сейчас коров на ферме. Арыширская порода – одна из самых любимых хозяйственниками. Долго живут, непритязательны к условиям содержания, высокие показатели жира и белка в молоке. А сейчас будет еще лучше. Роботы позволят увеличить объемы производства. Этот проект можно применять в других районах республики. И он достаточно такой оптимальный, да, и по первоначальным затратам, и по проектированию, по срокам строительства, и по эффекту. Роботизированный коровник недалеко от Каркироса можно ставить в пример другим районам Коми. Это современный проект с беспривязным содержанием. Здесь минимум человеческого фактора. Все процессы автоматизированы. Начиная от того, что корова заходит сама, ей подается комбикорм, чистятся соски, само все подключается, само все обрабатывается. При этом все показания еще и записывают в компьютер. К слову, сперва планировалось помещение на 400 единиц скота. Но после подсчета примерных прогнозов директор сельхозпредприятия пришла к выводу, что дело может слишком затянуться и оказаться нерентабельным. В итоге эти стены могут вместить 140 буренок. Их именно столько обещают к лету. Коровы у меня красавицы, они спокойные, быстро привыкли. Я даже удивилась. Я потом уже работникам сказала, коровы привыкнут, лишь бы вы привыкли к новой. Все равно ведь компьютер следите за роботом, это новшество. Не нужно больше искать доярок. Работает теперь всего 2 оператора, зоотехник и ветврач. А с 8 вечера до 6 утра никого нет. С помощью видеонаблюдения можно контролировать процесс из дома. Вот такая суперсовременная получилась ферма в деревне Выльеб. Анна Зубарева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Каркировский район.